Глава Ингушетии принял участие в работе третьего форума социальных инноваций регионов в Москве. Сегодняшнее это мероприятие показало, что в ингушском народе очень жив интерес к своему прошлому, к следам этого прошлого, к археологическим исследованиям, проводимым на территории республики. В поисках утраченного сегодня в НИИ подвели итоги археологической деятельности. Все строго по счетчику. Светлого будущего всем желают сотрудники МРСК, не настаивают на возвращении долгов за коммунальные услуги. В Экажеве в честь столетия со дня смерти Мавсара Хаджиевлуева прочитали дуа и раздали сах. Жара и ливни – все условия для благодатности почвы, уверяют аграрии Гупамагаз, и готовятся к уборочной кампании. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии принял участие в работе третьего форума социальных инноваций регионов, крупнейшей площадки для обсуждения социальных проблем, организованной Советом Федерации. Для республики форум стал традиционным местом для обмена опытом в развитии социальной сферы, презентации лучших социальных практик и получения новых знаний. Ингушетия за счет нацпроектов социальной направленности намерена решить ряд приоритетных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, благоустройства городской среды, жилищного строительства. Мероприятие будет способствовать появлению новых законодательных инициатив для эффективной работы в этом направлении. Также более широкому вовлечению в социальную сферу бизнеса, волонтерства и благотворительности. Вся жизнь в исследовании. В НИИ прошла конференция по итогам археологической деятельности в Ингушетии. Профессия этих людей, результат их поисков придает достоверности и доказывает подлинность исторических фактов. Карабулакский курган, Гамурзиевское городище, эти места, точнее найденные здесь артефакты, рассказывают о быте и культуре народов спустя сотни, тысячи лет. Репортаж Ридат Халухоевой. Полгода раскопок и сотни найденных уникальных архитектурных памятников. Таков итог работы археологов на территории Ингушетии, начиная от Карабулакского кургана и заканчивая Гамурзиевским городищем. Исследователи проделали огромную работу. В ней история народа от ранней майкопской культуры до поздней кабанской. Проведены полномасштабные археологические раскопки на Гамурзиевском городище. Вскрыта площадь порядка 11 тысяч квадратных метров. Кроме этого, проведены раскопки на не менее интересном памятнике археологии Карабулакской курганной группе номер 2. Проведены исследования Гамурзиевского на Сыркордском оборонительном рву, в районе строительства и реконструкции автодороги Кольцо на Магаз. Там же были исследованы курган номер 1 на Сыркордске. И нам удалось сохранить объект, который в истории Ингушетии играет огромную роль. Это знаменитый курган Абигов. Первые следы существования древней культуры были обнаружены близ селения Яндари при проведении работ по реконструкции федеральной трассы Кавказ осенью прошлого года. Вначале были найдены украшения и детали оружия эпохи поздней бронзы, наконечники стрел, копья, мечи, а также бронзовые гривны и керамика. Археологи не могли предположить, что самые ценные открытия еще впереди. Под этим полем сотни лет покоились люди высокого статуса, а именно знатные воины. В их могилах также были обнаружены наборные бронзовые пояса для крепления скифского меча Акинака и десятки других предметов. Погребения относятся предположительно к скифскому периоду кабанской культуры. Два погребения в курганах номер 1 и кургане номер 4 Карабулакской курганной группы датировались именно этим периодом, то есть временем с 4
по III век до нашей эры. Погребения представляли собой достаточно большие ямы, размерами в среднем 3,5 на 3,5 метров, глубина которых достигала до 3,5-4 метров. В одном случае в кургане номер 1 камера имела перемычку, которая делила пополам погребальный комплекс. И в нем было совершено погребение 2 человек в сопровождении ритуальной плиты, которая использовалась, скорее всего, как жертвенник. В обоих погребениях были глиняные сосуды. Огромная работа проведена исследователями на Гамурзиевском городище. В процессе раскопок в одной из ям был обнаружен скелет женщины с деформированным черепом и удлиненной шеей. Этот способ изменения формы головы был распространен преимущественно у поздних сарматов и аланов. Кстати, погребена она не в отдельном захоронении, как это было принято, а на территории самого поселения в хозяйственной яме. В 11 случаях из 700 с лишним ям и бытовых памятников, которые исследованы в ходе раскопок, в 11 случаях обнаружили погребение. Только в одном случае это погребение, которое было совершено преднамеренно. Это погребение по катакомбному обряду, в котором человек положен головой на запад, катакомба Т-образного типа, классическая для раннеаланского периода. Во всех остальных 10 случаях это люди, которые погибли при защите своего населенного пункта. Помимо прочего, в ходе раскопок было выявлено около 300 хозяйственных ям с различными находками: человеческие останки, кости диких и домашних животных, керамика, необычные следы обожженной глины, наконечники стрел и женские украшения, относящиеся, по предварительным данным, к бронзовому веку. Здесь можно говорить о развитии системы искусственного орошения и подводе воды. Общая площадь раскопок более 11 тысяч квадратных метров. Все те жилые постройки, производственные корпуса, здания больницы, они построены на территории памятника. Памятник уникальный в каком отношении? На этом памятнике есть возможность проследить эволюцию развития общества, развития производящего хозяйства, социально-экономических отношений на всем промежутке времени, начиная от так называемого классического кабанского периода археологической культуры, который относится к 8 веку до нашей эры, заканчивая эпохой, когда на данную территорию вторглись кочевники в лице Тамерлана. Найденные останки и артефакты имеют большую ценность для ингушской истории. Их исследование – одна из приоритетных задач, стоящих перед археологическим и историческим сообществами как Кабардино-Балкарии, так и Ингушетии. Итогом этой работы станет музей под открытым небом, который должен появиться на месте раскопок по поручению главы региона. Его проектированием занимается Министерство культуры. Уже представлено 4 варианта будущего культурного объекта. Музей представляет собой зону археологического раскопа таких же размеров, 26 на 13 метров, покрытую стеклянным куполом в виде панциря и черепахи. Подготовили совместно со специалистами, с художниками, с историками. Тут 4 проекта. Сначала был предложен один проект, но потом родились более интересные идеи. Потом, наверное, будет верно предложить широкому, на широкий вынести для населения, чтобы люди могли выбирать то, что им больше понравится. Научный институт имени Чаха Ахриева, Краеведческий музей, историки и общественные деятели лепту по сохранению культурного наследия здесь носит каждый. Примечательно, что мы можем заглянуть в те страницы истории, которые мы мало вообще изучены. Допустим, мы смело можем сказать, что жители этого поселения занимались скотоводством, земледелием. Сегодня для этого есть все основания. Естественно, как и любой объект археологический, он хранит много еще загадок, которые путем научных методов, это антропологических, дендрологических, генетических, нам предстоит узнать. Сегодняшнее вот это мероприятие показало, что в ингушском народе очень жив интерес к своему прошлому, к следам этого прошлого, к археологическим исследованиям, проводимым на территории республики и так далее. Я рад,
что мне посчастливилось участвовать здесь, принять участие, хотя участие мое ограничивалось тем, что я просто присутствовал, просто выслушивал. Я был свидетель, и я получил огромное такое удовольствие, что ли. Исследования будут проводиться до тех пор, пока древняя культура не будет изучена до конца. Ведь чувство, которое испытывают археологи, напавшие на след бесценных находок, для специалистов подобно открытию новой звезды. Радат Хулухоева, Тамерлан Хамхоев, Адам Даллаков, Ахмед Гандаров. Новости 24. Кто еще не заплатил за свет? Все данные по злостным неплательщикам за потребление коммунальных услуг переданы в Федеральную службу судебных приставов. На сегодняшний день их выявлено порядка 4000. Очередной рейд сотрудники МРСК провели в селении Нижняя Чулыки по улице Асканова. О результатах в репортаже Тамары Хашагульговой. Сверить номер счетчика и его показания, затем озвучить сумму, которую задолжал тот или иной житель. Из такой простой процедуры состоит рейд по выявлению неплательщиков. Оплатить накопившиеся долги абонентам предлагают тут же, не отходя от кассы. При себе у энергетиков кассовый аппарат, выписывающий чеки, а также квитанции. В списке должников оказался и Апти Исеев. Правда, задолжал мужчина всего за 2 месяца. Как говорит сам Апти, он старается оплачивать коммунальные услуги своевременно, чтобы не было лишней головной боли. Она каждый царьете духа малёш ахкан замана кондиционер жок кондиционер салош эхки уходит самим та захсаса ищать световой долг дацлое свет отключить геологит отключить яшул тягы вы положение мышцы вашти ковой. На сегодняшний день в Ингушетии выявлено порядка 4000 злостных неплательщиков за потребленную электроэнергию. Документы по ним переданы в Федеральную службу судебных приставов для изъятия задолженности. Вовремя заплатив по счетам, абоненты могут сэкономить собственное время, деньги и нервы. Ведь никому не хочется доводить дело до суда. Пока долг хранится, все экранные газы. Дальше до свет, газы, юачи вообще многие мечты. Тандина сдаётся холмукули. Сюда стройхан дало, даю юачи стройхан сар хатык геологи. Что было? Долго жил юачи на бу, далуш целуш бы, фадриалчи. Я там свет целчи, у республики Малуаса кварса ваквы. Ахсадах бы цвет свет даётся. Массина вплоть до президента Тирконович Халет Дулой, Орсадул. Около шойдал, дикар дали. Сдаться дальше, болой, бол хабиша, зарплат дадалиша, доккам чулацем буцинц. Хотя бы текущий тиды, ашам датилышалче, бал бахабаср, шуга нахага. Сами энергетики тоже стараются с пониманием относиться к своим абонентам. Они часто идут на уступки. К примеру, погашать долги можно по частям, если нет возможности уплатить всю сумму сразу. Главное платить, потому что в противном случае должников просто отрезают от сети. Потребители только рады такому раскладу. У многих нет возможности покрыть весь долг сразу. У меня образовался небольшой долг, но я как-то его собираюсь отдавать. Ну, по мере возможности отдаю. Хотя и отдавала я тоже. Просто сейчас субсидия. Я думала, что субсидия поднимется. Мальчик инвалид у меня, поэтому я сидела. Но в дальнейшем буду отдавать. Это не будет у меня задолженности. Буду смотреть, чтобы не было задолженности. Совместные рейды сотрудников МРСК и администрации сельского поселения Нижние Чулыки проводятся регулярно. За расходом электричества и энергетики следят пристально, чтобы возместить убытки за потребленную электроэнергию. Мероприятие 19 числа, которое провели в Нижних Чулыках по улице Асканова, показал неплохой результат по сравнению с предыдущим. Более-менее уже оплачивать не был бы, если оплачивать до арханца. Но хотелось бы желать лучшего. В принципе, свет Аин Хамховича в течение 5-10 минут на наш пульт управления диспетчерский очень большие звонки поступают. Звонят люди. Но
Такие рейды станут регулярными. Они будут проводиться повсеместно для выявления недобросовестных абонентов. Следующим пунктом посещения представителей надзорных органов станет уже улица Шоссейная сельского поселения Нижние Очелуки. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Сумма ежемесячной выплаты родителей или опекуну ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы увеличится с 5500 рублей до 10 тысяч. Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю на весь период ухода. Этот период засчитывается также и в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных балла. Это позволяет неработающему, но ухаживающему за ребенком-инвалидом лицу оформить свои пенсионные права для получения дальнейшей страховой пенсии. Прошло ровно 100 лет со дня смерти Моусара Хаджи Евлоева, прадеда первого муфтия Ингушетии Сулумбека Муллы Евлоева, одного из самых почитаемых старейшин села Икажево. Он был в числе тех, кто героически пал, защищая свою землю от нашествия армии Деникина. В честь этой трагической даты сегодня тейпом Евлоевых была проведена благотворительная акция по раздаче саах. Микаил Тангиев подробно. Множество людей собрались сегодня возле кладбища в Икажеве, где похоронен Моусар Хаджи из рода Евлой и прадед первого муфтия Ингушетии Сулумбек Муллы Евлоева. Сюда приехали не только представители этого многочисленного тейпа, но и многие жители села, которые не забывают историю о человеке, некогда жившем на этой земле. Моусар صوازت ولا بالعاوين أخش بستشوال سموسر دا شغل حجاجوه سندا شعبوت سلوع شعبوت يعجوه شعبوت وسنبك يعجوه سنبك يلات وهذا جوجل لات شوير سوير محمد جيري و يرج آخر أخيرت بيها ديشة عالم سك ولا درس دنيا الموضوع بمخ فوز وجور. Помощник, советник главы Ингушетии Улан Евлоев с гордостью вспоминает о мужестве, проявленном его прадедом во времена гражданской войны в 1919 году. Ровно 100 лет назад в Ингушетии наступила жаркая пора. Армия белогвардейцев решила сжечь ингушские села, в том числе и Икажево, родное село Моусара Хаджи. Несмотря на то, что он был человеком преклонного возраста, 80-летний дедушка не смог отсиживаться в тылу, совершил омовение, одел чистую белую одежду, взял свое оружие и вышел на защиту родного края вместе с другими односельчанами. В 1919 году, 19 июня, моего дед Моусар Хаджи Сескиев объявил газоват и был убит, погиб именно 19 июня. Икажевцы в основном, можно сказать, почти 100% объявили деникинским полчищем, захватчиком, поработителем, объявили газоват. И 20-21 июня полностью дотла Икажево было сожжено. Вспоминая этого почтенного старца, собравшиеся отмечают, что Моусар Хаджи был человеком набожным и даже лично принимал вирт у великого устаза Кунта Хаджи Кишиева, а позже пешком совершил хадж в священную Мекку и Медину. Весь жизненный путь старца подробно описан в книге Тамерлана Муталиева, основанной на архивных данных. Те страницы истории, которые были примером для нашего подрастающего поколения, где было мужество, отвага, честь. Я думаю, я уверен в этом, я думаю, что наше подрастающее поколение, наша подрастающая молодежь, они должны знать все это. Старейшины говорят, что человек не умер до тех пор, пока жива память о нем. Вспоминая Моусара Хаджи Евлоева и всех, кто погиб, защищая родное село, собравшиеся прочли дуа и совершили религиозный обряд поминания Всевышнего Аллаха. موصل حاجات إلى صعدة التمويش موصل حاج باخ شهر حدو شهر عباها شهر عقيل سنسم حاجة ثانية إلى شهر تمرقي سنة ثانية توبدا شهر وإجرا على حاجة بغاش حاجة وديها حاجة هو بز سقوه طبعا سنتعدي عند التا شن ديزل هي صعدة اللي عندك قدي خا عندك قدي خرداق قمدة أخيت مي وجدال دايل إيش نوغي مليك يرسيها
Dal da koş dolsun sağ. Değişti, değişti. Mısçının üstteki bir ha. Sağ da kışan. Değer kalışan. Dal mısçı buzulmak da koş dol. Ось дяка сağ. Dal meşlil dolsun. После того, как раздали жертвенное мясо всем малоимущим семьям села Икажево, собравшиеся разошлись. Но на этом мероприятие в честь столетия со дня смерти сотен защитников села Икажево не завершается. И уже в эту субботу в селе пройдет масштабная благотворительная акция. Михаил Тангиев, Магомед Аскиев, Новости 24. В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор. Согласно документу, под нарушение попадают зарастания участка сорняками, а также накопление бытовых отходов. Данный проект может коснуться в том числе тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение будет сделано только для россиян, у которых земля взята в ипотеку или которые проходят процедуру банкротства. Уточняется, что в случае принятия данного законопроекта участки с нарушениями будут забирать через суд. Однако до этого у землевладельцев будет полгода для того, чтобы все исправить. В государственных унитарных предприятиях республики готовятся к уборочной страде. Проверяют технику, автопарк. Необходимо будет снять урожай озимых культур с 27 тысяч гектаров. Это по Ингушетии. На засеянных полях ГУП «Амагаз» побывал наш корреспондент. Светлана Томова расскажет. Пока урожай зреет в поле, в мастерских готовятся к уборке. Не за горами самый ответственный этап всего сезона – сбор озимых культур. Муса Даурбеков в профессии уже 10 лет. Навыки любимой работы перенял у отца. Каждый комбайн обрабатывает около 100 тонн зерна в день. Задействуют 4 машины. Через неделю необходимо будет собрать 200 гектаров ячменя и столько же пшеницы. Техника готова, коллектив ждет команды. Уже готовый комбайн, готовый латчатка. На этой неделе, в конце недели, даже Пшеница в ГУПе отборная. С помощью специальных реагентов способна противостоять плесени и вредителям. Погода в этом году радует. Проливные дожди и ливни обогатили почву необходимым количеством влаги. Аграрии рассчитывают собрать около 60 центнеров пшеницы и ячменя. Урожайности, планируем меры, до 32 центнеров пшеницы и 29 центнеров. 3 центнера мокрый. А укшер вообще تكون повлиять, вот просто ханцвен, кезик догаждылха, тكون каноккан амдас как раз вен фик халбызра догхан, тكون деждар нормально, асханка шатиха амде дат. ГУП «Магаз» раскинулся на территории в 1000 гектаров. Помимо озимых культур здесь выращивают еще и яровые. 350 гектаров кукурузы и 150 картофеля. Оставили площадь и для однолетних трав. Главное – трудиться, а земля прокормит. Лозунг растеневодов ГУПа «Магаз». Выращенную продукцию можно будет продегустировать уже этой осенью. Светлана Томова, Адам Гулоев, Рахман Цуров. Новости 24. В Ингушетии в конце текущего месяца пройдет второй региональный этап национального чемпионата «Обилимпикс». В республике на чемпионат заявлено 55 участников, среди которых студенты и школьники. Он состоится по следующим дисциплинам: психология, туризм, обработка текста, экономика, бухгалтерский учет, младшая медсестра, учитель начальных классов. Выбор компетенции обоснован востребованностью профессий на региональном и федеральном рынках труда. Отмечу, что в регионе чемпионат проводится уже во второй раз. Никаких послаблений, напряженные тренировки, чтобы как можно побыстрее прийти в форму. Бойцы Ингфайтер готовятся к предстоящим соревнованиям, отрабатывают ударную технику и испытывают общие возможности организма, рассказывает Тамерлан Хамхоев. Земля совершила один полный оборот вокруг Солнца с тех пор, как Рамзан Албагачиев начал посещать бойцовский клуб Ингфайтер. На первый взгляд 365 дней тренировок очень много, но по меркам спортивным Рамзан еще новичок. Хочу стать профессиональным чемпионом, но для этого надо тренироваться.
Над чем тебе вот говорят твои тренеры работать сильнее? У тебя функционалка, может, чуть-чуть хромает, или все-таки над техникой надо поработать? Я думаю над функционалкой, потому что бокс я хорошо знаю. Ну, надо немножко потянуть борьбу. Несмотря на месяц поста, тренировки в спортивных секциях республики не прекращались. Другое дело, что темп был существенно ниже, чем обычно. Сейчас, когда Рамадан позади, занятия вернулись в привычное русло. Мы форму поддерживали, поэтому сейчас после Рамадана сразу вышли, никаких выходных не было. В отличной форме ребята тренируются, как вы видите, полную силу сейчас. Набираем обороты, короче, с каждым днем. Сейчас уже пойдут в дальнейшем схватки будут. Это уже на выносливость, на борьбу чисто. И в конце доработаем, конечно, на функционалку поработаем обязательно. Пару раундов уделим этому тоже, доработку сделаем обязательно. В клубе немало ребят, уже добившихся неплохих результатов на республиканском и окружном уровнях. Тамерлан Аушев готовится к очередному турниру. Соревнования по рукопашному бою в Ингушетии соберут лучших спортсменов, и он намерен доказать свой высокий класс. Нормально, отличная у меня форма сейчас. Без изменений, даже можно сказать, лучше. Потому что в месяц Рамадан у меня ушло 2-3 килограмма и как-то стало легче. Да. Ну, я сам базовый ударник, и поэтому мы с тренерами делаем больше акцент на борьбу, на грэпплинг, и поэтому больше акцент на борьбу. В зале здоровая соревновательная атмосфера. Отработка навыков борьбы в партере – тема сегодняшнего урока, шутит тренер. Домашнего задания не будет, зато на самом занятии придется изрядно потрудиться. Не как в вольной борьбе у нас все равно все. Мы в основном проводим такие броски, в которых нам будет удобно соперника добивать. В любом случае у ударника именно в борьбе мышцы послабее. А вот борцовские мышцы во время ударки быстрее устают. Поэтому всегда стараемся им об этом напоминать, что во время боя они рассчитывали свои силы на все 3 раунда и поминутно разделили свои силы. Впереди у этих ребят первые летние соревнования в этом году. В какой форме они к ним подойдут, покажет время. Для этих спортсменов секрет успеха прост. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Тамерлан Хамхоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.